Нарга салам. Так, bu Jumaga 17-ci, 24-cü, 21-ci avqustqa Jumaga qarata rынокlarga прогноз. Фундаментальный на технический. Так, давайте тогда мы пройдемся быстренько, да, что у нас на этой неделе. Так, на этой неделе у нас понедельник, у нас пока по Японии будет новость на приваловый продукт. Вот. Ну, по японской иене мы посмотрим график, там страшный график, в принципе, торговать я не рекомендую. Так, вторник тиштеки джоб, среда günü Великобритания индекс потребительских цен рынке, то есть индекс по инфляции с точки зрения потребителей. Вот. Кем британский фунт менен торговать ТЦ ушел жаңылык маанилүү 12-де. Бишкек боюнча так получается 2,5%. Ну, то есть ушул прогноздон көбүрөөк чыгып калса, анда британский фунт үчүн жакшы. Бул эгер азыраак чыгып калса, британский фунт түшүшү мүмкүн. Так, это у нас получается годовой 2,9%. Так, и запасы сырой нефти тоже косвенно влияет на инфляцию, на ваши нефтепродукты, вот, на цену на нефть. Если запасы тоже выходят больше, чем прогнозировал, сейчас пока прогнозируемых цен нет, здесь выйдут ближе к сроку. Вот, если выйдут больше, чем прогнозировал запасов нефти, тогда нефть будет падать. Ну, прям не думаю, про так сильно, просто немножко краткосрочно такое падающее движение можем увидеть. А если запас сырой нефти, наоборот, будет больше, то есть меньше, чем прогнозировалось, тогда наоборот, да, нефть немножко может вырасти. Так, четвертый у нас публикация протокола фонд, ну, так, тоже прям не скажу, прям сильно волатильная новость. Ну, в общем, здесь у нас, если провалиться, здесь как раз о денежно-кредитной политике будут рассказывать, да, но трейдеры могут за этим следить. Так, индекс производственной активности человека тоже это не особо важно. И, ну, вот это тоже особо важных новостей нет у нас на этой неделе, в принципе. Единственное, что может быть какая-то плохая новость выйти или хорошая новость, неизвестно по Ирану, США, да, пока еще неизвестно, что будет там, какие у них перспективы вообще в развитии переговоров. Ну, я не вижу никаких, пока никаких. Просто как спектакль все это проигрывается. Трамп там заявляет, что Ормузский пролив его, что США будет владеть, ну, то есть этим проливом. А эти иранцы БУСО, они угрожают там этим, да, ну, в общем, полностью по всем пунктам не согласны и угрожают по всем базам американским, которые в ближневосточных странах расположены, бомбить. В общем, пока тупик в переговорах. Так, давайте тогда по техническому перейдем, да, сразу начинаем с Дикси доллара, с индекса доллара. Потому что он задает тон, да, всем инструментам, всем рынкам, и фондовому, и валютному рынку, и крипторынку также, да, и сырьевому рынку. Так, индекс доллара вот на дневном таймфрейме у нас пока сейчас вот после того, как вот цена вот здесь у нас пробила очень сильно уровень сопротивления, это было 100.5, да, 100.4. Вроде бы пробила, но это был такой сложный пробой, да, но не удержался, и цена откатилась вниз. Сейчас я пока вижу, что слабость доллара, что доллар у нас будет откатываться. Но если только вот здесь вот маленький уровень, если только в понедельник, завтра, кстати, в понедельник движения могут быть слабо волатильными. Вероятность того, что прям завтра мы увидим такие сильные движения, маловато. Возможно, на американской сессии вечером немного начнется движение. Вот. А так, в принципе, ну, это у нас доллар же это стабильная валюта, поэтому особо прям таких резких скачков я не вижу, особенно в понедельник. Вот. Если только что-то там Трамп там или ну, вот, в общем, со стороны Трампа особенно, да, что-то не выкинет. Так, тогда может, да, доллар либо взлететь, ну, либо сильно упасть. Так, ну, я же вижу, что в дальнейшей перспективе у нас, конечно, больше смотрится на шорт. Ближайшая на зона, так, сейчас ближайший вот здесь у нас уровень есть. Так, 98,8, да, 98,90, 98,88. Вот. Так, вот это у нас ближайшая перспектива, ближайшая поддержка, которая на истории, видите, часто очень цену удерживала. Да, здесь у нас она в то же время удерживала, и вот здесь вот у нас, когда было пробитие, в то же время этот уровень служил у нас еще как сопротивление, да. Здесь тоже у нас цена удержалась, отскок, да, здесь у нас тоже как сопротивление, здесь отбитие вниз, здесь у нас тоже отбитие вниз. Вот, то есть это зеркальный уровень. В общем, пока у нас на шорт смотрится больше. Либо только если там каким-то чудом, ну, вот в этом районе, вот, возможно, вот этот уровень 99,5, появятся какие-то резкие такие большие зеленые свечи с большими нижними фитилями, резкие вместе, то есть, да, вероятность, если вот такие свечи появятся, вот типа как сейчас, типа вот как вот такие, да, с большими телами, либо с маленьким телом, но с длинным нижним фитилем, то тогда есть вероятность, что он может отскочить, но здесь у нас тоже есть препятствие 100.5. Пока ниже вот это 100.5, 100.4 вот этого уровня, доллар я не вижу пока, что он будет расти. Да, вот так вот. Основной базовый сценарий это на шартовый. Так, давайте тогда посмотрим по золоту, да. Золото у нас, так, дневной таймфрейм. Золото у нас очень сильный, уже сильный такой лонговый, как сказать, лонговый
области находится. Вот видите, пробитие вот этого долгосрочного нисходящего тренда и очень сильное закрепление вот большими мощными свечами. Вот, и сейчас вот я жду, ну, по золоту я больше жду, конечно, ну, так. Потом, кстати, на этой неделе вот здесь было очень сильно, сейчас очень сильное сопротивление было раньше на истории. Вот здесь вот так, 4300, сейчас более точнее если сделать. Да, где-то 4350, 4345. Вот это у нас было очень сильное сопротивление раньше по истории. Так, сопротивление и в то же время поддержка. Вот здесь вот у нас отскакивало, здесь поддержка, да, служила, здесь тоже отскок, здесь тоже отскок. А вот тут как пробитие был Лондон Ген, вот здесь вот этот уровень стал сопротивлением, да, здесь тоже мы видим пробил, то есть наоборот, вниз, да, откат. Вот вот здесь вот он уже на этой, получается, это когда у нас на этой неделе, да, получается, вот свечка 10 августа пробила, ну, вот здесь вот она пока у этого уровня топчется. Вот это вот у нас решающий уровень. Получается 4340, 4350, да, получается, вот этот сильный зеркальный уровень. Если вот в понедельник, завтра, ну, при открытии рынка, возможно, да, азиаты тоже могут здесь поднять резко, если будут такие большие свечи, то мы увидим уже ближе к обеду уже такое нормальное, такое восходящее движение, да, активно. Вот, если у нас вот такие вот азиаты, вот такие свечи нарисуют, большие, с длинными нижними фитилями, да, вот эти пин-бары, да, или как называется, ну, такие восходящие бычьи свечи, тогда есть вероятность, что у нас цена пойдет дальше, и так, откуда она? Примерно, да, плюс-минус, вот здесь вот, ну-ка, вот это у нас тоже зона сильная, в принципе, плюс-минус. Так, 4400, ну да, вот здесь вот у нас есть уровень, 4480, 4480, плюс-минус вот эта зона, и даже может дойти до 4500, но это не скоро, это не прям завтра, а вот где-то в пределах, если там в понедельник, может, слабовато немножко будет, вторник, среда, четверг, можем до конца недели увидеть хороший рост. Ну, я ожидаю, вероятность больше, что рост будет. Вот, до 4570 и так, даже до 4, сейчас, подождите, возможно, даже до сюда дойдет, до 4600, 4640, 4650 даже может дойти. Возможно, до конца этой недели. Вот. Но тоже привязано к геополитике, если что-то там, опять там начнется друг друга там обмен, да, бомбами, там вообще жестко там пойдет все, тогда золото может сильно упасть, да, потому что у нас долларовые активы доллар начинает расти, казначейские облигации американские начинают расти, и все инвесторы бросятся продавать золото, оно может сильно упасть и вкладываться в доллар, да. Вот. Такой тоже момент надо учитывать. В общем, вот пока сейчас ожидаю вот на более мелком таймфрейме, вот золото, так как у нас все торгуют, да, на более мелком таймфрейме смотрите, отталкивается только от уровней, старайтесь от зон. То есть зоны или уровни, в общем. Вот. Допустим, сейчас вот это часовой. Давайте, сейчас удалю все. Ну, я вот от зон стараюсь работать, потому что так более высока вероятность отработки, да, получается. Вот, допустим, на часовом таймфрейме, вот у нас вот здесь вот, где у нас были сильные реакции раньше, да, по истории. Ну, вот это уже, конечно, чуть-чуть далековато, не знаю, до 4315. Завтра, не знаю, откатится или нет, он смотрится сильно на лонг. Вот, ну, хотя ближайшие поддержки можно посмотреть, вот где у нас была раньше реакция. Вот, тут у нас вот это не очень. Ну, ладно, вот это тоже можно. В принципе, вот эта поддержка 4345, 4350 тоже она удерживала цену, да, здесь удержалась. То есть коррекция угла, но она удержалась, да. Здесь у нас, наоборот, было этот откат, да, то есть пробитие этого уровня, то есть вот этот зеркальный уровень, да, здесь тоже у нас смог пройти этот уровень. Здесь уже уверенно пробить. А зеркальный уровень, в принципе, вот ближайшая поддержка у нас 4350, если откат туда будет, в принципе, смело можно брать, да, 4355, да, на лонг, на продолжение тренда. Вот, потому что у нас прям выход за канал, очень уверенно видели, да, вот этот каналчик, я на прошлой неделе тоже писала. Кстати, на прошлой неделе зоны, которые я говорила, и цены там, примерно направления, да, вот и по золоту, по там что еще, по валютам, по индексу GER40 и S&P 500 NASDAQ, да, в принципе, они все отлично отработали. Вот этот выход за канал, да, у нас получается, видите, выход за нисходящий канал, нужно и так, или так. В общем, где минимум 2-3 касания. Так, в общем, пока у нас на лонг смотрится сильно, да, золото. Так, кстати, да, на шорты есть альтернатива на шорты, это если у нас сильно будет, сейчас, подождите. Так, сейчас по ходу сообразим. Здесь у нас, ну, если на часовике, либо 4 часовик, ну, дайте на часовике, более локальное таймфрейме. Вот, получается, дайте, я еще все зоны поддержки не нарисовала. Так, вот это у нас, конечно, тоже достаточно хорошая зона поддержки. Конечно, еще ниже, еще лучше было бы вот это 4315, вообще классно было бы. Вот, но также еще вот здесь есть тоже маленький уровень, он не очень заметный. Вот тут вот, давайте сюда поставим. Вот он у нас тоже зеркальный уровень, вот здесь вот у нас когда-то на истории он отбивался вниз, здесь тоже отбитие, здесь у нас пробитие, наоборот, вот этот уровень стал поддержкой, здесь у нас тоже отскок, поддержка, и здесь отскок, а вот здесь у нас наоборот, да? Ну, то есть вот такая вот у нас зеркальная история, да, с этим уровнем. Получается, вот это вот тоже 4365, тоже, в принципе,
хорошая зона, где может дать хорошую реакцию, потому что на истории мы видели, да, здесь много было реакций. Вот, в общем, вот здесь тоже наблюдаем, да, если что, здесь вот такие у нас должны подтверждения, то есть мало того, что мы на часовике определили, вот, допустим, уровень поддержки, да, где мы хотим на бай зайти, да, на лонг, мы должны еще вот здесь как-то так зону интереса, допустим, либо на часовике, либо на 15 минут. Я обычно на 15 минут перехожу и там ищу какие-то зоны интереса, да, куда крупному капиталу интересно спустить цену, и оттуда я вижу, смотрю реакцию. Да, если реакция была соответствующая, так, допустим, ну, какой-нибудь имбаланс там, например, я не знаю, вот здесь вот у нас, правда, несколько имбалансов. Ну, можно вот так, да, по FIBA, если я так обычно тоже по FIBA смотрю, где у нас начался вот этот импульсный рост, где-то примерно вот эта зона получается, ну, так, 4367, да, до 4372, да, плюс-минус ушу зона А чем решинку, да, ну, если молодые медиан уровень гетпеля хасунку, да, вот этот вот район рисовать, 4372, такой тоже может быть. Но если он откатит до сюда, да, 4367, 65, да, еще лучше до вот здесь вот у нас тоже, да, в район 70, 79, потому что, в принципе, вот эти зоны такие хорошие для покупки тоже. 4358, 4365 тоже здесь наблюдаем свечки, да, либо на 15 минутки, либо на 5 минутки. Свечка ладно, харайсынар, так, сейчас. Егер мол уровендерден 4365, 4360 же мол имбаланстан, даже нижний имбалансқа чейин так 4355-60 эме болсо, типа вот обычные свечи такие, да, хорошие, нормальные, волатильные. Вот типа вот такие, да, узон фитилменен. Если узон был деле все было, но у вас на узон бушкер, да, вот тогда вот здесь хороший, более уверенный рост курса плота. Ну, желательно еще, конечно, подтверждение, это в виде поглощения, да, вот, например, вот такая вот свечка, которая сняла ликвидность, допустим, вот этого, да, видите, она у нас сол жақта ликвидность чечіп, она еще поглощение будет, да, мына мол жақта, қатарынан шурудай түзіліп қалды, шулардың артынан стоп-лосстар бар, да, жылонко кіріп алғандардың ошол снимать етсе, мол жақтан тоже жақсы нокта, вот здесь вот, бұяқта ең кичине бар, ликвидность бар, берші, мол жерде да ровно ликвидность бар екен, да, вот тоже, ушундай сияқты ровно ликвидность, ровный минимум, ровный максимум деген жерлерде жақсы лакомый ликвидность бар, да, вкусный ликвидность, ушул жерден неметсе, алып туруп, мындай ложный пробой болуп, то есть куйругу узун болуп, то, что она сняла уже ликвидность. И плюс еще поглощение болсо, это для нас хорошее подтверждение, что цена пойдет вверх. Вот. Ну, там еще и другие дополнительные подтверждения тоже бывают, я иногда смотрю, не иногда, то есть чаще всего смотрю на вот эти образования имбаланс, например, имбаланс пайда болса, вот здесь сақату свеча гулем кетіп қалса, ол жақтан имбаланс, бұл жаққа түсіп, бұл жақтан тоже ложный пробой болуп, ол сияқты снять ликвидность мененші, бұл жақтан тоже примерно, то есть ушу уровень тоже ушундай эме көрсөтсө, поглощение, да, зеленой свечкой, то есть зеленая свечка минимум в 2-3 раза чоңураак болсо, со свечками, да, тоже келем, да. Так, в общем, шундой, по золоту пока, мен көбірек байға көрөтам, а на шорт, кстати, на шорт, да, на шорт, если мы, так вот, допустим, давайте, сейчас, на шорт у нас или на часовике, да, ну, тут у нас сильный уровень, в принципе, очевидно есть, что история, да, жақсы иштеп тұр, мына так, 4438, 4440, да, плюс-минус ушел зонадан. Жақсы реакция болса, онда, особенно со снятием ликвидности, онда ложный пробойлорду көрсөк, и плюс еще поглощение, онда кызыл свеча, да, то есть большая вероятность, что ылдыйга түшөт, да. Это деле ылдыйга күтпейм, анткени пока у нас цена удерживается выше вот этого вот сильного уровня, который у нас до этого раньше не мог пробить. Вот, пока цена удерживается у нас вот выше 4300, да, 4310, 4300. Вот, есть большая вероятность, что пойдет вниз. То это у нас был сильный уровень сопротивления, который цена тоже не могла пробить. Это у нас была вот здесь вот, да, 4200. Вот 4200 как пробила цена, да, вот видите, импульсный сильный свечой зеленый. Все, здесь уже более была большая вероятность, что цена пойдет вверх. А потом, когда 4300 пробила, ой, 4300, 4315, да, это еще больше указывает на то, что покупатель сильный, да, и еще больше дает вероятность роста. Так, вот теперь давайте. 4340 там топтолдук, да, был уровень сопротивления биздики получается, и, ну, андан мурункусу, андан мурункусу, так, это получается вот это 4400, да, тоже будели, история, да, ойнап тур, реакция түрінде, вот такой у нас, видите, раз, здесь тоже откат, ну, здесь у нас пробитие, да, в общем, тоже зеркальный уровень, достаточно сильный, здесь у нас откат 4400, 4403, да, ушул жерден кыскашот, бирок мен өзүм по тренду иштегенди жакшы көрөм, да, против тренда киргени жаман көрөм. Вот Невкадан эле көрдүм бар да, выход за канал, аябай закрепление катуу бекип калды, все уже. Тренд сейчас тут локально, по крайней мере, ну, на недельки или на месячно посмотреть, конечно, там у нас пока имя, да, 100% пока айта возьму, максимум, да, наш Олег-то еще не может перебить, да, что он уже все лонговый депчит, но, по крайней мере, на часовом уже лонговый тренд. Зеркальный уровень, понедельник-то борюсь, понедельник-то хотя бы, понедельник, в принципе, у нас здесь хотя понедельничный работ, уже спештерге, да, вот, плюс ушу зона, да, в принципе, ничего не понедельник, завтра ушу, видела,
жақсы мындай высоковолатильный бычий свечалармен, да, больших свечалармен. Если уж он, то есть, тем более их несколько вот таких больших свечей будет, да, бычий, то есть большой шанс, что у нас дальше пойдет, да. Дальше, если пойдет, так у нас здесь следующий очередной уровень, вот этот, ну, можно поставить его сюда, 1.16.400, 1.16.600, да, плюс-минус уж зона, тоже где здесь много раньше было проторговки и реакции, да, хорошие. Ну, 1.16 где-то 600, да. Вот, уж закачает, и если уж надо успешно пробивать эти, да, у нас даже может дойти до, ну, тут 1.17, до сюда пока вряд ли, но или может. Хотя вот тут тоже у нас, что-то вот у нас тут тоже реакция была, вдруг не очень очевидный уровень, 1.17 вниз. Давайте вот сюда поставим более-менее такой очевидный, хороший уровень. Даже 1.17, вот тут вот, где у нас тоже равный хаи, вот видите, полтора ликвидистер. 1.17.930 даже, да, даже до сюда может дойти. Вот следующий уровень 1.18.600. Ну, вот до сюда, не знаю, пока 4 GPV. Говорю, читарус. Это тоже зависит от курса доллара. Егер доллар что-то қалса, да, будет счет, да, ну, жерден или, возможно, ну, плюс-минус ушел жақтан пробить роль, возможно, даже, ой, то есть кете алмайды. Так, көресіз. Шортқа болса, именно мол чоң уровендерден іштеп көрсе болады, бірақ бұйрық бұл еме, да, бұл дәле тоже выход за канал болып қалады. Бірақ қысқа да, өте қысқа іштеш керек, да. Против трендовая сделка дайма қысқа болады. Нам выход за канал, закрепление болып қалды, үстінен бекер. Вот. Шортқа только мондай, чоң уровендерден мол, же молдан кем емес, да. Мол жақтарда өте жақын болып қалады еще. Ну, есть большая вероятность, бұл жақында біле қалды, что 1.16.600 жетеді, да, оңайлы. Так, и британский фунт тоже европейская важная валюта у нас, любимая. Дневка, да. Британец евро қарағанда күштірек көрініп жатады. Евро, если біз салыштырсақ, ол жерден уровендерді тешіп, поддержка, мощный бұрынғы поддержкаларды, да. Вот у нас евро, видите. Вот здесь, ой, так, вот тут у нас была поддержка, ошондо спокойно там бітелі тешіп салды, да. Андан бұрынғысы мол, андан мол болчу. А британец болсо бізде даже не думал особо падать. Да. Получается, здесь у нас так, нам жақтан сильная поддержка болып тур. Ушул жерден историядан так. Ну, желательно, конечно, вот сюда поставить, мол жақтан. Хотя вот здесь тоже поддержка бар. Вот, мол жақтан уровень историяда да жақсы поддержка болып тур. Көп жолу реакция видеода беріп, покупатель удерживать етішті. А мол жақта тоже, в принципе, реакция есть. Это тоже 1.32.890-дан жақсы волатильный узун свечалармен кетті, да, есть шанс большой, чтобы выйдет дальше кетет. В принципе, ему ничего не остается британскому фунту, вот ближайшего вот здесь вот ликвидность собрать вот до сюда дойти. 1.36.330, да, вот здесь вот равные, видите, у нас хаи, уж у тебя ликвидность старту, то начин барата, спокойно. Так, ну и следующий у нас, это, ну, до сюда я не зря, прям следующий уровень, вот здесь плюс-минус ушел, это тоже равный хаи и барки, начамыча, даже 1.37.450, да, возможно, баршыны кунчакында. Вот. Шортко только мондай чоң уровендерден мондай, если иштейм десеңер, же болбосо бул вдруг мындай жаман жаңылык чыгып калса, особенно геополитика байланыштуу Иран менен США ортосунда, анда резкий доллардын өсүшү болсо, анда бул резко түшүшү мүмкүн, да, евро менен британский фунт. И түшсө мы должны увидеть такие, ну, возможно, здесь какие-то эти вот свечки, возможно, даже. Ну да, давайте представим, что плюс-минус, да, ушул зонадан түшүп, чоң узун медвежий свечалар менен там такие вот у нас хорошие большие прям с этими, да, фитилями. Когда у нас есть, да, вероятность даже спуститься, да. Вот этого, тут у нас уже ближайший, так, да, да, уровень. Был глобально бедбуду, а так без сатка түшсөңөр, ал жакта да уровень бар, ушул жакта да уровеньдерге биринчи түшөт, да. Так, давайте еще посмотрим, что у нас основные валюты, ну, которые такие мажорики, давайте посмотрим. Давайте USD-CAD, да, долларовые валюты посмотрим. USD-CAD, так, тоже биткоин Джумада, что я говорила по USD-CAD? По USD-CAD, да, в принципе, говорила то, что доллар же падает, поэтому этот USD-CAD тоже падает вообще. Ну, впрочем, как и вот эти вот USD-GPY тоже будет падать вообще. А вдруг USD-CHF, он, по-моему, сильнее держится, да? Так, вот USD-CAD получается на дневке у нас так, да, у нас каналдан четко закрепление болду, бирок жакшы кете алган жок, да. Мол жактагы получается так, сейчас здесь у нас уровень есть. Что уровень был уверенно. Так, да, уже здесь он же начерченный. Так, а здесь у нас что есть? Вот сюда прям чего волатильный свечами на метрсаптыр пятница, да, жарсаптыр уровень. Вот это большая волатильная медвежья свеча. Да. У лет счет вероятность очень большая, 70%, наверное, даже 80%, что он будет падать вниз дальше. Так, ну тут у нас нарисовался, тут у нас какой-то уровень, да, вот здесь плюс-минус. Давайте посмотрим.
Вот здесь вот у нас есть уровень, да, ну, сейчас вот более очевидно появится, да. А так между ними тоже есть уровни такие небольшие, да. То есть от на самом деле давайте более очевидно. До сюда это чуть-чуть далековато, вот здесь вот плюс-минус, вот совсем чуть-чуть осталось. И в ближайшее время, вот по крайней мере, вот, хотя тоже вот надо посмотреть, вот, тоже по этому доллару, если индекс доллара все что собой, все что это. Ну, хотя он может, вот он видите, 0,5 откатился уже, зона 618 колды, он может отсюда и развернуться, да. Ну, получается, канал на значение больше но граница значений. Вот. Или, ну, посмотрим, если индекс доллар будет расти, тогда да, ушел жерден уже будет хайрой его разворот алшинку, да. Вот. А так вероятность, да, гойрек получается двумя разом. Это зала поинчу на уровень беринчи, она киси. Так, здесь у нас, ну да, вот здесь у нас уровень. Было до 1618 как раз зона, ну тогда уже очень слабо будет налог смотреться. Так, вот здесь у нас тоже есть уровень 1.37-155, да, солнце и даже смело может откатиться, мол, прям канал динамичный чейн, да, ну, канал Мортус чейн, так, ой, вот это, да, середина, ну да, плюс-минус где-то середина чейн пока жду, тут уже возможна реакция, вот тут у нас сильная, просто у нас, видите, исторические были у нас отскоки. Ну, если воевали прям как шукетян, да, конечно, мы даже каналдың нижней границы значит шукалшынку, да, да, уровень бар что история, да. Так получается, бирот с первещью с другучей, да. Да, пока. А USD-GPY, в принципе, ну, даже трогать не стоит, потому что он очень опасный. Интервенции, видите, а в чем интервенция работает. То есть валютный банк, ой, то есть центральный банк Японии очень сильные делает, ну, короче, сильные операции, ну, чтобы поддержку юаня, ну, в поддержку иены. Иена Айва сильно слабая, исторически впервые за 25 лет, что ли, по-моему, очень сильно этот курс, очень слабый курс показывает, потому что японский банк ну, старается огромном количестве, короче, японскую иену покупать, чтобы чуть-чуть вот цена подросла, да, чтобы укрепилась. Соответственно, вот это USD-GPY, валютная пара будет, ну, я ожидаю, что в дальнейшем будет падение. Это просто коррекционный рост, возможно, он чуть-чуть еще вырастет, вот, примерно, если по FIBA считать, где-то 0,5, 618, мегачейн, кайрамен, кто там ну, хочет. Но казалось, лучше не стоит трогать ее, лучше понаблюдать просто. Что-то опасно. Она может и как чиндидедель секиршимкун, и оттуда я купить шмуна, мол, закачать джеты влечь. Опасно сейчас, пока интервенции идут очень жесткие. Так, и доллар швейцарский франк, да? Это у нас доллар швейцарский франк, дневной таймфрейм, давайте все очищу я. Так, ну, доллар швейцарский франк у нас... Вообще, даже на недельке у нас прям выход за канал Волту мощный, да, но в связи с тем, что доллар пока слабый, но именно вот это барьер Волтатар для роста, потому что доллар слабо лутает. Поэтому был валютная пара ну, хотя бы здесь вот конкретно очень сильное прям закрепление волду достаточно. Не так просто так поднялась, да, немножко там пару свечей, да, именно нормальное закрепление волду. Ну, тут уже как поведет себя доллар, тоже зависит. Потому что доллар на мерчит, да. Так, ну, пока я сейчас в связи с тем, что... Ну, хотя тоже этот, по-моему, если не ошибаюсь, швейцарский банк, он собирался этот швейцарский франк дальше ослаблять, да. Если будет дальше ослаблять, тогда у нас швейцарский, вот этот доллар швейцарский франк будет расти. Так, ну, давайте сейчас посмотрим. Ближайший уровень, если вот этот вот, ну, представим, что вот здесь, так, вот здесь вот у нас тоже был сильный, оказывается, уровень раньше был, да, что он пробитил, неудачно пробитил, ложный пробил, да. Вот, в общем, в понедельник, вторник плюс-минус наблюдаем вот здесь, если вот 0,81,4, да, здесь, в общем, ну, если цена будет топтаться, чем больше она будет в этом уровне топтаться в виде вот таких вот, ну, вот таких желательно вот с длинными вот такими хвостами, да, бычьими, да, тем больше будет вероятность, что цена у нас пойдет дальше вверх, да. Вот. А если здесь, наоборот, такой бакайку увидим, наоборот, с медвежьими свечами, с такими, в общем, слабенькими свечками, тогда у нас второй уровень, да, надо. Тысяча 81 370, 81 400, надо улыбить куда. Ну, пока уж ондой, ближайший сейчас у меня вероятность, ну, я больше, конечно, ориентируюсь на доллар, буду доллара. Вот это уровень, где он раньше удержался, 80, короче, мой уровень, где есть карман обвалился, 0,80 440, да, тогда откатимся дальше. Да, здесь у нас еще есть, тоже очевидный уровень. Так, вот тут вот у нас очевидный, нет, вот здесь более очевидный, да, да, вот этот более-менее 71, ой, 0,79, ну, давайте 79, 150, да. Вот Шузелен история, да, мощные тоже отскоки у нас были, видите. Так, и здесь тоже. Так,
Примерно так. Если мы вот, короче, увидим, да, ушел зона дан, борьба вот, если уж мы думали, сейчас, да, дальше пойдем. А дальше у нас есть куда расти, там у нас очень много куда расти. Так, тут у нас, ну, вот здесь вот равные хаи, где ликвидности есть. Там у нас тоже есть равные хаи, вот здесь, да, свечечки. Вот так примерно, да. Так, до 0,83, даже 350. Ну, это среднесрочно, долгосрочной перспективе. Не скоро, где-то, не знаю, если будет рост доллара, укрепление, тогда где-то батарея лежит, в принципе, за пару месяцев спокойно живет. Даже за месяц. Если будет сильная волатильность, да, так. Ну и давайте аут посмотрим, да, тоже, в принципе, мажорная валюта, аут, австралийский доллар против доллара, так. Так, сейчас. Ну, аут у нас, аут и НЗТ, он сильно привязан к китайскому экспорту, булар, Китай железо, золото, там что еще, какие-то вот рудалар, этот экспортирует, это нам. Китай сейчас нарастил же импорт с Австралии, с Новой Зеландии, потому сейчас аут растет. Так, пока у нас, я вижу, да, растущий валюток, растущий, конечно, вероятность очень большая. Так, сейчас что у нас есть, да, куда расти? Аут, да. Выход за канал вот там, нам удивлен, это получается 21 год, а это долгосрочный канал, значит, контролю уже давно на дневке. Тоже у нас, наверное, да, выход за канал, вот это у нас минимум, тут несколько отскоков, здесь тоже несколько касаний. В общем, так, на дневке у нас, давайте посмотрим уровни. Ну, тоже на откатах, азерем прям текущая цена, да, на лаванга бывает, но вот там, видите, уровень есть, потом сопротивление. Так, а вот менен НЗД, имеет иштей, Азияда жақсы қимылдайды ертеңменен так. Таңғы 5-тен 11-12 чейін, а потом это Лондонда манипуляция жасалады екен резко, секретив наоборот көп салышат екен. А вот Америкада, по-моему, не так уж. Ну, по-моему, Азияда лучше всего работает, да, азиатская сессия. То, что как раз азиатская, менен австралийская сессия, они так между собой так совпадают, пересекаются, как раз в этот момент более-менее волатильность высокая. Там же денег больше, Азия на акчасы да пошла, новозеландская, австралийский бежала на акчасы пошла. Это, видимо, движение хорошее, да? Так, ну вот, ближайшее у нас вот уже сопротивление гельтер, ушел жерден печенеке реакция на бутушус керек. Я думаю, что прям не сильно будет откат. Бяктан шарт пылевушка, да? Пусть откатится так, где-то, ну, давайте часовик перейдем в какую-то зону, да, нашу. Ну, хорошая зона, где крупный игрок, скорее всего, будет еще дозаправляться, где-то снизу он убегает чейн барат, бритва глота, бирасче. Ему надо дозаправиться, ну, вот здесь кратотелемелер джокин, имбаланс на джокин. Тут у нас есть ордер блоки, но до сюда вряд ли упадет. Ну, единственное, только вот тут вот маленькая ликвидность полусов, совсем маленькая. Ну, не знаю, я хочу особо были здесь. Так, ну-ка, давайте посмотрим-ка на 15 минут, может быть. Вот, в общем, смотрим, да, на более мелких фреймах. Час, 30 минут, 15 минут, когда зона интереса ушел жақтан аласың. Бұл уже негізі откат болып тұрды. Так, 15 минут, когда, ну-ка. Да, уже все. Уже этот откат пункт, мол, где наш получил, да, откат до, вот здесь вот у нас, правда, он переснятие ликвидности, тут маленькая вообще ликвидность, но уберем ликвидность 17 центов, да? Ладно, давайте посмотрим с 15 минут, в принципе, тоже не поздно залететь, вот, можно залететь, да, потому что он вот здесь прям ровные, классные такие снял, да, минимум поснимал вот эту ликвидности. Здесь хорошую реакцию, да, с поглощением, да, и в принципе, можно, да, я тоже иногда бывает, мол, поглощение надо пропускать эти цены, и ликвидность, снятие ликвидности, где-то имбаланс, что, в принципе, по рынку дали залетаю, в принципе, можно, да. А тут мне когда, видите, была одна свечка, я думала, это только пошла к сопротивлению, только реакция перевождает куда-то, понедельник, уже шли ЛДК туда. В принципе, да, можно залететь. Вот, да, я думаю, ближайшие месяцы, куда он может пойти, так, ну, где-то вот. У нас примерно Австралия, по-моему, она ходит у нас, сколько она у нас, ну, 600 максимум, ну, где-то 400-500. Вот средние свечи, если знать, давайте сейчас примерно измерим, сколько она ходит. Так, слабенький, 382 лекен, да? Так, вот средненькие свечки. Вот. В среднем где-то у нас 400, 450, 500, да, завтра с утра можем рассчитать, если зайдем. Кичине убирак чапта, на 15 минут иди с текущей цены, в принципе, да? Если вдруг в понедельник-те кичине үйдөгө кетерден мурун дагы кичине откат болушу мүмкүн, возможно, да, катушка. Анан уже китсе болот, да, откаттан кийин убирак кичине түшүп. И рассчитать можно примерно, если вот где-то плюс-минус, это прям на дневке, да, измерила. Так, где-то 430, 450, да, возле пунктиков плюсов. Ну, плюс-минус какой-то ближайший зона имеет кула, и все, цель поставите себе. Давайте перейдем, давайте на более такой часовой, да, более локальный. Например, гичевый сумма, то, допустим, вы зашли, представим, да, так, длинная позиция, так, где-то на откатике,
Или даже текущей цены, ладно. И у нас ближайшая вот структура, где у нас фитнес не снято, так, короче, здесь ближайший фитнес не снят, ушел за второй, да, так. Ну, Джакмира Попова, там, ну, так, ну, вот здесь, правда, у нас есть камеры. В принципе, нам музыкалка вкусного будет, в смело. Волатимиси соотношение с хорошего палата. Вот. Так, сейчас, подождите, еще. Стоп, я не подогнала же. Кстати, ой. Если Бирсат-Тан вы измеряете вот это соотношение, тогда стоп тоже там на часовом измеряете. И тык тоже. Так. Так, получается, стопик за вот этот минимум можно поставить, так как он уже... нет, вот этот видос не снят. Ну ладно, давайте чуть-чуть запасы поставим, стопик. Немножко, не прям за вот этот минимум, да, чуть-чуть подальше. Соотношение у нас очень хорошее, да, вот. Если сверхчудесный нормал вообще, ну, получается, Бирсат-Тан временен, так, 0,75. Ну да, в принципе, да, Бирсат не так уж. В течение дня спокойно можно отработать, видите, 327 около, там, 350, да, пунктиков отработать спокойно сзади. Так, вот, Шундай, да. НЗД тоже самое, по-моему, было Үйдөгө паратат. Вот, қарай велосипед. Так, давайте дальше, да. Фондовый рынок. Ну, НЗД, так, НЗД то же самое, да, имеди откат, азырына откат болып тұр, видите, пират деле коррекция берген жоқтан кейін бұл еще да, короче. Ошон үчүн лонку карап турсаңар болот. Так, сейчас тоже можно с текущей цены прям вот. Либо это на Азиядан көргүлө, может манипуляция болушу мүмкүн кичине. Хотя вот здесь вот тоже конкретно жакшы эмеден кетип тур да, и баланс там уже реакция. Да, особо деле ылдыйга түшпөйт экен кыйратып. Да, можно тогда с текущей. Но если вы терпеливы, тогда дождитесь откат, потому что вот тут есть маленькое сопротивление, он может чуть-чуть все равно откатиться. Вот тут сопротивление идет фактор 58, 982, плюс-минус, и даже до 59, 130, 115, да, можете. Короче, дождаться, цена отсюда откатится, ну, здесь, возможно, это просто дневка, на часовую 15 минут перейдете, здесь, возможно, могут быть имбалансы. Потому что он жақтан ондай, что он дырка болсо, ошол жақтан реакция такая, быча болсо, многие весит. Он 5 минут түптөн же 5 минут табылтан. Так, ошондой. И сейчас давайте основной у нас фондовый боюнча индекс. Так, S&P-шка. S&P 500, как в прошлой неделе болжолдогондой, был выход за канал уверенный болду, закрепление болду, Үйдөгө кетип деп эле жатканбыз. Вот, у нас, короче, все исторические рекорды побиты, прям вообще, даже не гуло, да. Он растет и растет. Так, здесь у нас, ну, получается, вот здесь выход за канал. Вообще-то у нас, да, если вот так протянуть, то вот здесь вот выход за канал был туда. Тут у нас это, да, вот прям маленькие меды на волоске висит. Вот этот уровень, уже уровень ден түшпөсөлөө, анда дальше кетет, да. А если түшсө качение, мы уровень тоже прям не ожидаешь, что там сильно там скорректируется. Немножко может откат случиться. Вот здесь у нас тем более не перекрытый гэп-пар экен, да. Чоң гэп-пар достаточно, да, вот это вот. Ошондо может перекрыть, кайра Үйдөгө кетиши мүмкүн, да. Тоже такое может быть. Вот. Кройскоп ертең, сегодня получается ночью. Жок, бул S500 бул Америкада эле чыгат эртең. Саат 7:30 да, Бишкек боюнча. А так негизи жакшы болмок, ичине откат берип, каналдын ичине кирип кетсе, какой-нибудь бир область, либо имбаланс, либо вот здесь кичирээк таймфрейм көрсөңөр, 1 сааттык, 3 сааттык какой-то снятие ликвидность болуп туруп, отзыв блоктон реакция берсе, она можно было бы более уверенно зайти. Но сейчас пока с текущих цен и в шорт опасно заходить, потому что подтверждения на шорт вообще нет, да. И в лонг опасно, да, потому что может в любой момент откатиться, да, под канал. Вот, лучше S&P 500 даже не смотреть, просто наблюдать и все, то есть сделка объявила ушли, да? Да, конец. И NASDAQ, сейчас посмотрим. Так, NASDAQ чуть-чуть слабее, был каналдан человека, да? Ну да, в принципе, он у нас, да, слабее смотрится, да, чем S&P. Здесь вот так долгосрочный канал нарисовать, здесь вот у нас прям такой, вот здесь вот уже канал нарисовался, да, оказывается. У нас раз касание, 2, 3, да. Такой долгосрочный канал начали держать в середине, да, пока ни туда, ни сюда, да. Хотя здесь голова плечи, да, такой растущий у нас паттерн. Так, выдали искусственный интеллект на этот, в принципе, выдали на мой исторический рекорд. Ну, сейчас я ожидаю, вероятность, да, жактан уровень, что у нас уровень, да, уровень, где он удержался. Вот тут вот 27, так, 27 100, да, удержался. Здесь у нас еще поглощение и хорошую реакцию бычу впереди, да, шансов впереди. В принципе, хороший шанс по Үйдөгө, да. Вот. Давайте, сейчас следующий у нас,
Вот здесь я не очень очевидно уровень. Вот здесь вот именно исторический уровень его полды. Если внутри все спокойно мдай. Именно волатильно, то есть спокойно такой. Темный, волатильный свечалар менен, где ложно пробой менен. Да, вы дальше уверенно где-то, да? Егер могу, неден, мондай свечалар. Болып қалса, и чем больше, тем лучше, да? Либо вот такие просто большие такие жирные тела, да, свечи зеленые. Вот, может быть, даже хвостик маленький снизу, ну, в общем, такие большие-большие зеленые свечи. Тогда есть вероятность большая, что он дальше пробьет, да? Вот этот уровень денбекелеп и дальше. Так, а убирать чуть-чуть, но уровень ден без наоборот, мондай свечала на реакции снять, из кереги, душу скорее, да, свечала мондай. Вот такие медвежьи свечки, да? Снизу вверх, караган. Хвостик перечь. Ой, сверху вниз, наоборот. Вот, тогда можем, да, пойти немножечко скорректироваться. Так, пока шорт почканда имеджу подтверждение. Она, да, немецкий индекс, да? Мой любимый немецкий индекс. Сейчас. Гревка у нас, гревка растущая, да, пока ничего нет у нас на шорт абсолютно. Но каналдан тоже уверенно чекеты. Вот это с какого у нас 28 февраля 2025 года. Вот это долгосрочный каналдан, мы уже уверенно чекеты. Здесь у нас глубокий ложный пробой был. Так, ну да. Если вот так поставить, тогда чекеты, да? Если вот так, тогда еще внутри канала, да? Плюс-минус. Ну да. Пусть готовится пробить, да, если так. А вот эти вершинкам вы здесь, тут. Давайте. В общем, он все равно видео договора, да, по. Ну, сейчас тоже с текущих цен, ну, вам давать тоже опасно. Ну, канал, видите, все-таки был канал, ну, сызывы түзіп қалды, потому что он түзіп қалды, уже түшін, кішкене реакция болып тұр, чертен, возможно, лондонская сессия, да, Азиядан, возможно, не будет, но лондонская сессия, да, қимыл жақсы болушы. Ертең байқаш керек, да, Лондонда сату бірден баштап, үшке чейін қимыл болушы мүмкін. Рубиға түссе, онда рубидан, наоборот, вот кішірек таймфрейм бір сатып, он үшін талқыдан, я обычно так делаю, какую-то вот зону нахожу, баланс вот где блокқа отмечать еткім, ана ошол жақтан лимитка қойып қоямын, же болмаса уведомление, мол, жаққа уведомление, там, 40, цена там такая-то деп, ошол баға жеткенде маған уведомление келет, да, я там смотрю на реакцию. Если есть хорошая реакция, которую ожидаю, я захожу. Если нет, не захожу, да. Так, ошол лонгполе қарай бұны, бирок канча чейин өсөт, неизвестно, бұл уже исторически қайда жүрет, да. В общем, можно так внутри дня, ну, вообще-то даже не это, в средний срок поторговать лонг. Так, и даже давайте биткоинге қарап шығалық. Биткоин артынан барлығы шықпай, там береді биткоинді қарайық, да? Биткоинға кетсе, қалған альткоиндерді бұл 95% шапа кетеді, да? Так, бұл конкретно ли медвежий флаг величила, тоже пограть. Вот у нас, видите, вот здесь вот мощные медвежьи флаги тоже. Вот, ну, это если по, как называется, по классическому теханализу, да? Ой, даже вот здесь начались, да, медвежьи флаги у нас. Давайте такие более очевидные. Вот у нас раз медвежий флаг, вот здесь у нас флэт. Тут у нас манипуляция, потом вниз, потом опять флэт, да, то есть у нас есть накопление, опять манипуляция, потом опять распределение. Здесь у нас то же самое, опять боковик, потом опять, ну, вероятность очень большая, боковик обычно именно блок, выход за это, да, за канал, либо люди убила какой-то манипуляция, снимать это, мол, прежде чем уйти вверх, обычно уж он, прежде чем уйти вниз, обычно идет стоп-лосс торду, то есть стоп-лоссы продавцов здесь поснимай, потом только убегет шимку, да. Я пока буду убирать, там. Тем более, азер криптобиржаларда отток биткоинов очень сильно идет, то есть продажа биткоинов. Ну, это, в общем, указывает на недоверие к биткоину. Инвесторы очень сильно боятся биткоинов, криптовалюты, тем более в биткоин вкладываться. Поэтому пока очень слабо смотрится на лонг. Тем более, сейчас пока война, башталгандан бери, так это у нас, когда 28 февраля, да, началось? 28 февраля. Вот Иран минуты, да, уж он бери, так или не может оправиться, да, падает и падает, так вот. Да, вот здесь плюс-минус, да. Вот, получается, у нас, правда, до этого еще сильное падение. Что у нас было в январе-то? Даже еще раньше. Ну, в общем, с начала войны тоже он никак не может подняться. Потому что основной защитный актив Тергесала стоит. Крипто, да, наоборот, что это инвестор. Так, ну, Бунуку получается, да, если посмотреть, медвежий флаг, ну, вот здесь ближайший есть. Вот эта вот коробочка, вот видите, нарисовала, вот уже сколько болтается, так получается, вот как он пробил вот этот уровень вот здесь. Это у нас со 2 июня 26 года, да? Он уже Якиджар моего июнь, август. Да, грубо говоря, да, с полного месяца. Вот, ушел коробочка, начала детать флэттен. В общем, я ожидаю, что будет выход за вот эту коробку вверх, прежде чем пойти вниз. Вот, и увидеть все, мол, уровень ближайший, мол, агент повторил, ушел зактан. Тоже, конечно, был опыт у него отбития вверх, но очень слабо смотрится сейчас. В данный момент этот контекст вот этого старшего таймфрейма очень там нисходящий. Ну, ты сейчас поскорее, и дальше был. Так, вот тут у нас тоже есть небольшой уровень. Так,
60, 850, да? И потом вот здесь очевидный уровень 58, 060, да? 65. Так, а на недельке что у нас? Ну да, давайте долгосрочно туда не будем, да? Вот этот пока в ближайшее время ушел 0, ой, 0,58, по 58, 100, 58, да, 58, 115, да? Вот тут еще, кстати, сонные клинистые ватки, да? На качели детектора. В принципе, цвета она сильно может упасть, да, даже до сюда может упасть. Даже до сюда давайте представим. Вероятность пар на мол заходит клинистая дава палды. 49, 240 плюс-минус. Плюс еще здесь зеркальный уровень, видите, здесь раньше отбитие, здесь наоборот пробитие было. Так, ну да, уж шорт. Тоже bunu küçük таймфреймден каравал. Желательно, конечно, дождаться манипуляции на более мелком, на часовом 15 минут, пусть вверх коту выстрелит, вверх поснимает всех лонгистов, ой, шортистов, которые раньше зашли. Потом только. Так, нефть, да, кстати, нефть пропустили. Так, нефть тоже интересный инструмент, политически очень манипулируемый, аевай. Да, Иран, нефть, соуш, аевай, коту, балян, что инструмент, да? Нефти даже теханайс каравали, ось каравали посолодки. Соус паштал салем, мысалы, у нас как это началось с Ираном, да, он резко соскочил, потом у нас перемирие, чуть-чуть там попытки были договора, да, опять упало, да, потом вообще как-то у нас опять более такие сильные эти вот там, кто там, целые делегации Швейцарии собирались, потом где-то еще где-то собирались, пытались, да, вообще там сильно упало. Так, а недавно у нас, что у нас было-то по нефти? Запас нефти, кстати, да, запас нефти, по-моему, у нас на прошлой неделе у нас слабый, что ли, вышли. Это неделя. Ну ладно, давайте сейчас задним числом. Что-то у нас цену держала, наверное, запас нефти, если не ошибаюсь, но имею жумада среда, говорю, да, запас нефти, асфальт, цену держала, да. А так как на прошлой неделе, в принципе, говорила то, что у нас пока нефть смотрится, ну, не сказать, что прям очень по-бычьи, да, но, дай, вот здесь вот у нас вот выход за канал же был. Вот, говорю, если закрепление за каналом будет, это когда еще неделю, помню, несколько недель назад, да, выход за канал Гургундыш, он до закрепил до канал максимум, то есть еще, нет, это я вот здесь и говорила, здесь у нас будет, да, огромная локация. Вот, это под конец июля, значит, да, ну, где-то максимум до 84, 80, вот здесь вот на зеркальную, до 88 гечей, там поставка, проблема была-то, поэтому нефть будет где-то в долгосрочной перспективе расти, я так думаю. Если только каким-то чудом дипломаты там не придут, соглашения, там переговоры, там по пунктам всем согласятся друг с другом, договор подпишут, договор перемирия. Так, ну, ближайший у нас вот здесь вот, оказывается, не перекрытый бэкэнд, 95, потом дальше, так, 100, ну, вот этот Мурунтухай, я не знаю, пока 120 хочу GT, хотя бы вот этот вот более-менее реальный 100, даже, возможно, 104, 105, да? Ну да, плюс-минус где-то так, может быть, да? В ближайшее время. Вот. А нефть düşürüşü был, получается, им ушел Джакши Джанов Кишкек, Иран США, и плюс еще этот Армузский пролив должен разблокироваться, там, ну, в общем, поставки нефти это, стабилизоваться, тогда нефть может упасть. В общем, аваля пиштегиля, самое главное, юнидо пиштегиля, риск-менеджмент не да, обязательно. Не надо там от депозита там 100%, 50% за день закроет. Самые стабильные, которые больше 100 лет фонды работают, инвестиционные фонды, пенсионные фонды Америки, Европы, они в месяц закрывают от силы 5%. Ну, или, конечно, там огромные обороты, да. Ну, даже вот институциональный трейдер, у кого крупный капитал, а просто институциональный частный трейдер, они тоже в месяц закрывают 5%, в лучшем случае 10-8%. Кстати, я забыла сказать, Эмеболота Тазеры, там же сейчас аватрейты же снизили очень сильно комиссии, там комиссии очень маленькие стали, выводы очень быстрые, я уже сама проверила, неоднократно, много раз. И плюс еще раньше банковские карты писала, до 2-3 дней занимала, да, сейчас буквально за 15-20 на деньги приходят. Вот, ушел, и там еще есть денежный бонус, да, там вот, по-моему, ну, это правда, вот $500, ну, надо еще уточнить, там меняется, вот $500, кто пополняется, $250 сверху бонус пошел, да. Вот. А этот имя Болсо еще акция, то, что на сигнальный канал, то, что кто хочет присоединиться бесплатно, Бирайга, просто надо пройти по ссылке, которую я скинула в группу, и зарегистрироваться на аватрейд, да, и там закинуть минимальный счет $105-110. Вот, что Бирайга бесплатно доступ класс. Ну, там получается проходимость, то есть отработка сигналов моих где-то 65-70%, худшие месяцы 65%, это у меня было, когда это июль месяц, он такой, на начарах полду, сколько только вырок полду. Ну, по винрейте я посчитала, каждую неделю отчет ее писала, и в группу писала, и себе писала, 65% был, да, был и начальный месяц. А так в среднем где-то 75, вот так процент до 80 даже доходит иногда, некоторые месяцы.
Вот, так что очень добро пожаловать. И плюс еще набор был. Вот группа жаңы набор башталды, да, мини-группа 3-4 киши келечь, офлайн, онлайн. И плюс еще базовый урок. Кто новичок совсем, хочет просто попробовать, полный курс боится покупать, сомневается в себе, можно тогда базовый курс попробовать, беш күндік.